По ежегодной традиции в конце лета детский лагерь «Улдаш» превращается в условный полигон военных действий. Именно здесь в течение 10 дней подростки проходят курс по профильной смене «Юный спецназовец». Обеспечение порядка в казарменных помещениях и прилегающей территории, несение караульной службы и круглосуточного дежурства являлись непременным атрибутом жизни будущих защитников Отечества. Особенно ребятам понравилось ходить на стрельбище и проводить штурм здания для освобождения заложников от террористов. В рамках подготовки курсантов ежедневно проводились тактические и теоретические занятия по военному делу, а также спортивные мероприятия. Утром начинаются зарядки, затем тренировки, а вечером соревнования и игры. За эти дни ребята стали по-настоящему одной командой. Такие понятия, как взаимовыручка и уважение, были не пустыми словами для юных спецназовцев. Дети приехали с разных школ, разной физической подготовки. Ну, что смогли, мы вам показали, научили их многим элементам армейской жизни, армейской тактики, техники захвата, потом тактики, психологическая подготовка у нас также была. Ну, режим дня у нас с утра подъем был 7 часов, дети бегали кросс обязательно, утренняя зарядка, так называемая, это в гору, потом зарядка, потом тактические занятия, строевая. Потом у нас были стрельбы, были ночные стрельбы, дневные стрельбы. Также ночные занятия были. Одну ночную игру провели наподобие зорницы, ну, с элементами военной тактики. У детей успехи большие, они очень рады, что попали многие, что в этот лагерь. Много чему им было интересно, много чему они научились. Это вот особенно им нравилось вот это штурм здания, освобождение заложников. Что удивительно, в лагере были не только юноши, но и девушки. С первого дня они со всей серьезностью проходили курс подготовки, стараясь на равных с парнями выполнять все задания под чутким руководством инструкторов. Обучали и присматривали за детьми тренеры со спортивного клуба «Черный дракон», которые сами недавно вернулись со службы. Таким образом, воспитанникам было на кого равняться и у кого учиться. Как признаются сами кадеты, они уже почувствовали изменения в лучшую сторону, стали более дисциплинированными и целеустремленными. Я в этом лагере первый раз. Все мне понравилось. Как мы ходили на пробежку, утренняя зарядка, завтрак, обед, полдник, ужин и второй ужин перед сном. Еще мне понравились наши курсанты, как мы стреляли. Я всегда думала, что это не для меня. Изначально я очень боялась большой физической нагрузки, но Батыр Хусейнович и его руководители очень помогли. Из всех занятий, что с нами проводили, мне понравилась стрельба, особенно ночная. Видно, конечно, неплохо, но я старалась попадать в цель и почти всегда попадала. Приезжаю сюда впервые, здесь хорошо кормят пятиразовое питание. По утрам кросс, бежим на гору, зарядка. Стреляем по мишеням, проводились ночные стрельбы, учат маршировать, учим тактики передвижения, сборка автомата, ходим на марш-броски, в различные походы, ходим купаться. В лагере побывали и родители курсантов, которые оценили результат и отметили положительные изменения в поведении своих чад. На торжественной линейке, посвященной закрытию лагеря, помимо руководителей смены и самих кадетов, присутствовали и почетные гости, сказавшие нужные пожелания юным спецназовцам. Я вас от всей души поздравляю. Вы за эти 10 дней, во-первых, укрепили здоровье, во-вторых, познакомились друг с другом. Это же тоже неплохо, потому что город у нас хоть не такой уж большой, но все равно школы расположены в разных местах, и, может быть, не всегда вы пересекаетесь. И, по крайней мере, будет что вспомнить. Ваше выступление мне очень понравилось, очень красиво, профессионально. В первую очередь, благодаря, конечно, вашему непосредственному руководителю Батыру Хусейновичу и егошним заместителям. В общем, я на вас смотрю, на ваши лица, на ваше телосложение. Ну, я думаю, что за этот короткий период времени, хотя он такой короткий, вы получили свое, боевой дух, крепкое телосложение. Смотрю, и лица такие у вас бодрые, потому что я
работаю с подростками, с молодыми, с негативными чаще всего, да, с такими, с девиантным положением, то если рядом поставить с вами и вот такого подростка, знаете, различие большое. Одни дети приезжают в лагерь уже не первый раз, другие ждут, когда им исполнится достаточно лет для того, чтобы иметь возможность испытать себя и узнать что-то новое. Это, во-первых, для здоровья детей, чтобы не ходили по дворам, там, не сидели этими компаниями. Обычно как молодежь выходит, сидят по подъездам, по кварталам, там, чтобы вот этого не было. А вот дети, они бегают здесь на свежем воздухе, развлекаются. Своих детей, вот у меня они растут потихонечку. И как бы старшему на следующий год 9 лет, если получится, то, естественно, отправлю. Лагерь юный спецназовец завершил свой заезд, и судя по улыбкам и рассказам ребят и их позитивному настрою, тренировочная работа была проделана не зря. Авзал Исламгулов, Елена Афанасьева, Любовь Карпова, Азамат Галин, телекомпания СТВ.